Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtil. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Здравствуйте, дорогие друзья! И сәлмәсез, хөрмәтле дуслар! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит ведущий актер театра Камала Ришат Ахмадуллин. Салям, Привет, Ришат! Привет, Руслан! Это специально для вашей программы приготовила моя тетя Нойль апа. Нойль апа, Бигзур Рахмет. Кстати, я смотрю, похоже на тюбетейку татарскую. Бигзур Рахмет, большое спасибо. Ришат Ахмадуллин, актер театра имени Галиаскара Камала. Родился 18 апреля 1991 года в Казани. Окончил музыкальную школу по классу баяна. Параллельно пел в вокальном ансамбле «Елмай» и занимался в театральной студии «Алиша». В 2011 году окончил с красным дипломом Казанское театральное училище, после чего был принят в труппу театра имени Камала. За 4 года работы в театре им сыграно около 10 ролей, в том числе 3 главные: Булат в спектакле «Голубая шаль», Рамай под музыку ветра, Шамиль «Игры с монстриком». Также в настоящее время Ришат учится на оперном факультете Казанской государственной консерватории имени Жиганова, является лауреатом Татармана и различных международных конкурсов. Мы с тобой сегодня будем готовить 2 блюда. Блюдо номер 1 у нас творожный эшпшмак, это десерт, потому что, как я человек, люблю сладкое и всегда питаюсь сладким. Пока я молодой, надо кушать сладкого, потому что дает позитив, радость. Пока я не как ты, тебе, в принципе, с твоей фигурой можно. Хороший такой, солидный. Так, а второе блюдо называется? Второе блюдо такое оригинальное, театральные конвертики. Они заманчивое название у да. обоих блюд. Так, начинаем с первого блюда. Сливочное масло. Масло, да, творог. 200 грамм. 200 грамм. Творога 200 грамм. Еще мука. Так, мука. 400 грамм. Все здесь точно. Ну и потом это все перемешиваем. Так, у нас вот так. соут-бар. Так, давай масло. Мешаем с творогом. Так. Мешаем его. Так, может, мы придумаем какой-нибудь образ, в образе кого ты сегодня готовишь? Ну, шеф-повара. Шеф-повар? Да. Шеф-повар Ходжана Средин, например. Ну да, что-то такое. Так. Так, перемешиваем. Так, сейчас до однородной массы. Так, давай сначала смешай, потом добавим муку. Ага. Ришат, на первых секундах программы видно, как ты прям умело справляешься. Либо ты так долго готовился к нашей программе, либо ты реально на кухне не в первый день. Нет, на самом деле говоря, не часто приходится готовить, потому что есть и учеба, и работа, и прихожу домой поздно, и если так чисто проголодался, приготовлю себе что-нибудь так быстренько. Быстренько? Да, быстренько. Но какие блюда вот с детства ты любил? Самое мое любимое блюдо – это пельмени и эшпшмак. Но пельмени какие? Пельмени же есть, понимаешь, с капустой, с картошкой. Традиционные с мясом. С говядиной. С говядиной, да, ну или там с бараниной еще. Очень вкусно получается. Вот. Готовлю, потому что быстро и удобно. Так слепил, когда время есть свободное, и потом положил и приготовил. Ну вот ты когда в театральном училище обучался, какие там, наверное, пельмени-то каждый день не ели? Там были, наверное, и макароны, и жареная картошка. Там что только не было. И такой сухпайок оставалось, потому что времени так... Что такое сухпайок? Остатки картошки? Остатки картошки, и да. мясо? Ну и что вот попадется, потому что в театральном училище учимся с утра до ночи, и очень так насыщенная учеба там. Сейчас после твоих слов никто не захочет поступать в театральное училище. Поступайте, немножко рекламы сделай, немножко рекламы. Давай, театральное училище под все в камеру. дает жизненную школу, так что поступайте в театральное училище. А ролл там, в принципе, можно и в любом институте поесть. Да. Так, добавляем муку, мешай. Добавляем муку, 400 грамм. 400 грамм, так. Мешаем. Так, конечно, наверное, мешать лучше рукой, потому Так, что давай, это традиционно. Просовывай. Бисмиллах рахман рахим. Так. Ну все, настоящая домохозяйка. Еще сюда надо добавить соду. Гашеную уксусом. Да, хотел гашеную сказать. уксусом. Еще сюда немножечко. Такой ответственный момент. Здесь самое главное не переборчить.
Ни с уксусом, ни с содой. Ой, я думаю, это будет очень вкусно. Десерт у нас будет шикарный, Руслан, я тебе обещаю. И Надеюсь. зрителям тоже. Надеюсь. Так, добавляем соду, гашеную уксусом. Чуть-чуть. Все это мешаем тщательно. Ришат, признавайся, откуда появилось желание поступить именно в театральное училище? Так, Провалил экзамены в КАИ? Началось все с детства, конечно. Я с детства пою с 7 лет. Сначала начал свое такое маленькое творчество с ансамбля «Елмай». Потом я поступил, меня отдали в музыкальную школу, в класс баян. Понравилась фраза «я поступил, меня отдали». Это разные вещи. То есть ты умеешь играть на баяне, поешь песни? Пою песни, играю, но не только на баяне, еще на многих инструментах. Давай, какие? Курай. Курай, фортепиано, ну, рояль, так скажем. То же самое, что Учусь на курай. саксофоне играть. Вот. Друзья, это разносторонняя личность. Здесь звезда татарской эстрады, аккордеонист, баянист, флейтист. Еще параллельно с музыкальной школой я ходил в театральный кружок в Абдулла-Алиш. Вот там и как бы зародилась любовь К сцене. Да, к сцене, к театральному искусству. Какая у тебя была там первая роль? Помнишь, вот эта детская? Ну, это была сказка у Барлыкорчика Абием. Я там играл маленького мальчика. Кстати, сказка очень такая драматичная, очень. Мальчик жертвует собой ради Бабы-Яги. На таких драматических Да, ролях таких драматических. воспитывался Ришат Ахмадуллин. Друзья, у Ну, нас вот готово тесто, да, кстати, тесто и у нас мы... так, мы теперь берем отдельно маленькие кусочки. Кстати, я подготовлю сейчас Да, сахар. здесь сюда муку. Давай насыпем, потому что будем раскатывать тесто. Как у тебя все профессионально. Сюда тесто, сюда сахар. Вообще, я не хотел поступать в театральное училище. Вот потому она, что правда. Наконец-то раскрылось все. Я как-то хотел продолжить свое творчество по вокальной линии. Но Аллаха шикер, что именно я окончил театральное училище, потому что театральное училище дало мне жизненную школу, обогатило меня внутренне. А петь можно и после спектакля. А петь, как бы сейчас все поют, и актер должен иметь, не иметь, а уметь все делать, и петь, и играть на каких-то инструментах, и быть, в общем, универсальным. Ришат, остается только сказать фразу «Для вас поет Ришат Ахмадуллин». Давай что-нибудь вот прям под настроение нам. Так, ну, спою я сначала такую народную «Жырлап яшик». Гомерләр үтәби, дуслар, жырлап яшик тағы да, жырлар мұңлырақ яңғырый сіздей дуслар барында. Зарланмайық әлі, дуслар, зарланмайық лабірді, зарланмайық әлі, дуслар, зарланмайық лабірді. Яш ғөмірлер екі келмей жырлап яшәгі сізді, яш ғөмірлер екі келмей жырлап яшәгі сізді. Молодец. Ну что Ахари. Браво. Так у нас вот получилось. Поешь красиво. Как актер тоже замечательный. А вот как готовить, мы сегодня узнаем в конце программы. Ну, это такая преамбула небольшая. Так, кружочки готовы. Сахар есть. Так, тебе тоже давай муки немножко. Сюда. Так, делаем лепешки. После этого обмакаем одну сторону в сахар. И кушаем. И кушаем. Но это же у нас десерт, он должен быть сладкий. Так. У нас получается. Пока так ставим. И каждую так лепешку. Все, У тебя процесс лепешка понятен. Красивее, чем у меня Но получается. это опыт, дружище, опыт. Расскажи лучше, как ты попал в театр Камала? Почему именно в этот театр? Это, наверное, подарок судьбы. Потому что я вообще не надеялся попасть туда. У нас, я вообще учился для Альметьевского театра. Я как человек, который родился в Альметьевске, сейчас передаю привет всему Альметьевскому театру. Целевое направление у нас было. У нас мои одногруппники практически все туда поехали и успешно там работают. Вот. И 6 июня... Он даже помнит дату. 6 июня меня мархум Шамиль Абайзинуров пригласил в театр. И там еще был наш главный режиссер, художественный руководитель Фарид Бекчентаев, и они предложили поступить к ним на работу, чему я был очень счастлив. Как-то проверяли тебя, давали что-то там, какую-то роль тебе почитать?
Они смотрели наши дипломные спектакли, и, как видимо, я им там понравился. Поставили галочку. Поставили галочку. Ришат Ахмадуллин, сразу все плюс. Чему я им очень сильно... А какое давление было вот более взрослых актеров? Нет, в Камалском театре работают очень... Существует, вот как это называется в армии, это дембели Нет, есть там? В театре дедовщины там нету. Там есть семейная поддержка, потому что Камалский театр — это такая большая семья, в котором царит дружелюбие, гармония, доброты, я бы так назвал. Так, Руслан, подготовь противень. Сейчас мы все будем выкладывать в сковородку. Будем... Да. То есть уже в таком варианте жарить? Да, у нас вот лепешки сделаны. Сейчас мы загибаем. То есть да, делаем. еще не все. Еще не все. Так, Загибаем, потом макаем в сахар. еще раз. Да, потому что это же десерт, и он должен быть очень сладким. Очень похоже на костовый. Да. Сладкий. Потом загибаем края красиво, чтобы у нас все красиво Ну было. все, мне кажется, это можно блюдо делать в вашей столовой в театре Камала. Кстати, я там ел пару раз, И очень еще вкусно. раз загибаем. У нас такой еще раз? Да, и у нас вот такой треугольник получается. Такой- Конвертик. Да, конвертик. Так. Творожное печенье. Сейчас я еще один. Так, мы загибаем. Загибаем, кладем в сахар, макаем в сахар. Так, И готово. еще раз загибаем. Сейчас я все это отправлю на сковородочку. Давай. Ришат, а вообще молодых артистов много в театре Камал? Ну, где-то человек 15. Позапрошлом году поступили 4 девочки новые, очень тоже талантливые. Ну, молодежь вообще доверяет в театре Камалу? Дают ли роли? Или как вот так уж там миманс небольшой? Молодежи очень доверяют и дают роли молодые, потому что это как бы продолжение. Будущее театра? Будущее театра, и их надо выращивать. Но твои любимые роли, вот, которые ты уже сыграл? Вот как я только как бы поступил на работу в театр, мне дали роль Булата в «Голубой шале». Я сыграл, кстати, экспромтом его сыграл, главный герой. Экспромтом, значит, не готовился? Да, это не готовился. Я зашел туда за 3 часа в этот спектакль на главную роль. Потому что заболел как бы главный герой, и мне пришлось ты справился его сходу? заменить. Ну да, как бы так получилось. За 1,5 часа я выучил текст, потом полчаса я учил песенки, и 4:30, помню, мы начали проходить уже мизансцены спектакля. А второй акт делали вообще во время антракта. А еще был такой... Там и зрители сидим и ничего не знаем. Это был Мы еще и деньги какой-то заплатили. шок для меня. Шок, потому что я вообще, не осознавал, что я делал. Я просто вот по задаче я влюбился в Майсару, и я существовал как на самом деле в жизни. Я боролся за нее, я любил ее, я спасал ее. Верил во что я делаю, всё получилось. Такое мастерство. Жизненную школу получил. Одним словом, Ришат справился, как справился с первым сегодняшним блюдом. Так, давай последние 2 конвертика Давай. на противень перекладывай. Готовим мы это блюдо 20 минут. Да, Примерно, в духовку. Да, за 20 на минут можно 20 вскипятить минут. чай, заварить его и подготовить, как говорится. Но у нас еще есть блюдо номер 2, которое мы будем готовить буквально через минуту. Открывай духовочку, Ришат. Ну, поехали, готовимся. Эремшекле эшпешмак. Творожные треугольники. Сливочное масло растерли с творогом, добавили соду, гашеную уксусом, муку и замесили тесто. Из теста сделали небольшие лепешки, каждую лепешку обмакнули в сахарный песок и сложили пополам. Затем еще раз обмакнули в песок и снова сложили пополам, придав форму треугольника. Приготовленные творожные треугольники поместили на противень и выпекали в духовке 15-20 минут. Это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем вместе с актером театра Камала Ришатом Ахмадуллиным. Ришат Халлярнишек. Мне нравится сегодня твой настрой, улыбка. И мы с Ришатом уже приготовили десерт. Он у нас находится в духовочке, готовится. И прямо сейчас театральные конвертики. Блюдо номер 2 называется именно так. Как они готовятся, Ришат? Так, ну берем, нам нужны грибы, лук, лаваш, сыр и сковорода. И все обжарить. Давай, Так, лучок сначала я тогда возьму. а я возьму грибы. Лук мы режем мелко. Лук На начинку, наверное, Да, на начинку. Лук потом мы обжарим. Так, а я режу грибы. Бисмиллах рахмани рахим. Раскрою секретом, дорогие друзья, что Ришат не только актер театра Камал, но еще и студент.
студент чего и кого и когда и почему? Студент Казанской государственной консерватории 4-го курса вокального факультета. Зачем ты пошел в консерваторию? Актеру театра Камала оперное пение. Зачем? Нет, во-первых, Для души это все-таки больше? это друг другу не мешает, потому что мы же, Камалский театр, это академический театр. И, например, и мы там исполняем произведения великих композиторов, как Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, а именно ихняя стилистика писания музыки требует такого академического исполнения. Ну, например, «Голубая шаль» или там «Галя Бану», Что-то уже, Хайдара Файзи, Башмагом. что-то уже исполнял вот из перечисленного? Я вот пою Булата в «Голубой шале», главную партию. Итак, Булат, спектакль «Голубая шаль», Ришат. Сүйген яр бәгірім хәліңні, сүйген яр біле алмыша, зарығып шит ят илерден, сағынып туған илерні, сәғәтләр үтті, айылар булып, раушанда езің, көре алмыша. Анда юк урак, анда юк сабан, анда икмәкне алалар сатып, эшчеләр саны номерлар тагып, меңәрләп кенә саныйлар анда. Это Ари Булата. Нет, вот это голос. Я даже пытался, понимаешь, порезать лук, а у меня доска играет. Молодец. Но не было желания еще, например, там, юристом стать по пути заодно? Нет. Экономистом? Сейчас же так модно тоже. Как бы жизнь меня в эту стихию не повела. То есть я доволен своей работой, доволен своей профессией. Аллаха шукр, что Аллах Тааля как бы именно на этот путь меня поставил. Так, ну все, Руслан, думаю, достаточно. Какой ты молодец. Смотри, как красиво нарезал. Все. Сначала обжарим давай лук. Да. Чуть-чуть добавим маслица. Так. К этому блюду, знаешь, не только вот свежие грибы можно использовать, но и как бы маринованные грибы. Ну, кто как любит, в общем. Что есть в холодильнике. Так, мы сначала жарим лук, потом добавляем туда грибы, жарим вместе, а я пока натру сыр. Сыр у нас тоже в начинку пойдет? Да, это фишка. Фишка. Да, фишка. Бисмилляхи рахмани рахим. Думаю, у нас... Ришат, вот получится. сейчас закончился 109-й сезон у вас театральный. Да. Вот будущий год, получается, у вас юбилейный. Я думаю, много актеров театра Камала к нам придут, мы их поздравим. Какие-то уже есть фишки? Может, ты сейчас про фишку сказал, есть? Что-то уже в театре, какие-то наработки, новые какие-то постановки? У нас в данный момент у нас в театре идет лаборатория, артподготовка. Недавно только прошел с большим успехом театральные фестивали международные тюркских народов «Навруз». Были проведены самые лучшие спектакли из всего тюркского мира. Вот. А на данный момент идет такая лаборатория, в котором ставятся такие сценарии, так сказать, новые пьесы, и ставят молодые режиссеры, которые приехали из других стран. Например, у нас есть гости из Швейцарии, ставят на татарском языке. Это лаборатория, как бы обучение такое. Так что у нас жизнь кипит. Не останавливается, да. Несмотря на возраст. 109 лет, а жизнь кипит. А на следующий сезон, конечно же, ожидаются много и хороших премьер. Но об этом я пока не буду раскрывать секрет. Лучше приходите и узегес курыгас достар. Обязательно придем. Ришат, лучок золотистого цвета, это значит, давай грибочки засыпаем. Бисмилляхи. Бисмилляхи рахмани рахим. Ну и здесь самое время немножко посолить, да? Грибочки. Так. Ришат, давай поговорим о твоих мечтах. Какие роли ты мечтаешь сыграть? Вот. На самом деле... Даже если таких постановок в театре Камала нет. Сыграю... Ой, мечтаю... Он уже знает, что сыграю. Мечтаю сыграть Батыржана по пьесе «Этажи Гизята. Наемщик». Хочу спеть и... Как бы, ну, это мечта, вот именно воплотить этот образ, сыграть. Это как бы мечта, давно уже она во мне появилась. Но пока
этот спектакль у нас не ставится. Но, может Но быть, в в твои-то далеком годы. будущем я думаю, его сыграю. Так, ты посолил? Посолил. Перемешиваю. Ну, ты все держи под контролем. Так, а я сейчас займусь лавашем. Этот лаваш мы разрезаем на 4 части. Так. Так, вот у нас он большой. Такие у нас квадратики, прямоугольники делаем. И так на глаз разрезаем. И это есть основа для Да. наших конвертиков. Да. Театральных. Так, у меня все готово. Я дорезал. Сейчас я дожарю нашу начинку, и мы будем собирать театральные конвертики. О, Руслан, у нас практически все обжарилось. Так, Сюда. Я уже тут тоже Начиночку. приготовился. Начинку, да. так. Побольше? Так, давай еще чуть-чуть. Так, сверху мы кладем сыр, посыпаем сыром. Так вот. Вот это деликатес. И потом, как конвертики, его заворачиваем. Сейчас один конвертик попробую сделать я. Давай-ка. Сейчас я тебе сыр. Сыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сыр мы используем российский, обычный, Обыкновенный. обыкновенный. Как ты думаешь, чего вот нам не хватает в нашем сейчас творческом процессе? Чтобы блюдо получилось 100% вкусно. Ну, думаю, надо спеть. Правильно? Как студент консерватории, ты совершенно прав. Я спою свою новую песенку. Йонсон Ушак. Сулары кире акмый өткен қайтмай, қадірін білік бірге болғанын, дос туғаннар білән яшигәлі, хайырлысын тіләп юлларының, сөйіліп һәм сөйіп тиңім дейіп, тату яшәүләргә ни җитә, кояш кебек килеп назга тереп, иркәләүне күңеле геле көтә, кояш кебек килеп назга тереп, иркәләүне күңеле геле көтә. Шайтырып сөйлеп һәм сөйіп яшәргә насыйп булсын. Амин, амин шулай болсын. Давай. Так, келіп шықты ма? Браво, Отлично, браво. отлично. Но это еще не все. Ага, Как говорится в рецепте Ришата, их еще надо и обжарить. конечно. Так, выкладываем. Осторожно. Так. У нас получаются вот такие театральные конвертики. Мы их сейчас обжарим хорошенько с двух сторон. И будем пробовать. Бисмилляй так. Театральные конвертики. Для начинки на растительном масле обжарили нашинкованный репчатый лук с мелко нарезанными шампиньонами. Готовые листы лаваша разрезали на квадратики. В середину каждого квадратика положили приготовленную начинку, посыпали тертым сыром и сложили в форме конвертиков. Готовые конвертики с двух сторон обжарили на сковородке, смазанной растительным маслом. Дорогие друзья, хочу поделиться с вами небольшим секретом. Хотите, чтобы ваши блюда были вкусными и не подгорали? Используйте продукцию Кукмарского завода металлопосуды. Бренд Кукмара. Проверенное качество по немецким технологиям. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда, выкладывайте фотографии и делитесь своими кулинарными секретами. Ришат, вот и наступил заключительный акт нашего спектакля под названием «Сладкие блюда и вкусные блюда». приготовили. Или «Вкусные и вкусные». Вкусные, Вкусные и вкусные. Театральные конвертики и Творожный шпишмак. творожный шпишмак. С чего начнем? Я думаю, десерт оставим на десерт, как говорится. Давай Потом с этого. С конвертиков. конвертиков. Бисмиллах. Полнапшира еще. Они горячие, кстати. Ну, бисмилля рахман рахим. Так. Давайте Пробуем? первое. Все-таки Давай. блюдо с грибами пробовать опасно. С ним все в порядке, пробую я. Бик тәмле булган бу. Ауызда үрей, кітіртеп тұра. Тает во рту, дорогие друзья. Кстати, сыр вкусно очень расплавился, очень сочно. Конвертики удались на славу. О, Отлично очень сработали. Ну и теперь берем в одну руку чай, в другую руку. эремщик. Эремшикле шпишмак. Эремщик шпишмак. Бисмиллах рахман. Я возьму, который побольше. Поменьше. И теперь Вкусно. очень нежно, кстати. Все, открываем свою фабрику по изготовлению печенья. И перед каждым спектаклем я иду с подносом среди зрителей, все это продаю.
Ну, это уважаемая оригинальный ход. труппа театра Камала, среди вас появился еще один повар. Ришат молодец. Ришат, итак, подводим итог нашей сегодняшней программы. Оба блюда мне понравились, за что я тебе говорю спасибо. Бигзур Ахмед, Унгышлар, тебе Бигзур Ахмед. твоих любимых ролей, побольше спектаклей. И желаю наконец-то закончить консерваторию. Вам спасибо за приглашение на эту замечательную программу. Я очень был рад вас погостить. Приходите в Камалский театр. Ждем вас, друзья. А мы ждем вас уже в следующей программе. Очередной гость и, как всегда, самые вкусные блюда. Спасибо, что были с нами.